Так, кстати, кто успел прошлого вебинара включить двухфакторную аутентификацию? Помните, мы проходили про цифровую безопасность, и было задание дома попробовать посмотреть, что такое двухфакторная аутентификация, и включить в мессенджерах. Кто-нибудь попробовал это сделать или нет? Не успели? Отпишитесь, Ну, я, пожалуйста, в чате. Мгм. ага. Не, ну, можете я, сказать. можно говорить, да? Да-да-да, можно, конечно. А, я чуть-чуть ознакомилась, что такое двухфакторная аутентификация, потому Ага. что я, потому что я этот термин во вторник услышала первый раз, и он меня очень заинтересовал. Мгм. И я хотела понять его смысл и прочитала несколько информаций, что такое двухфакторная аутентификация. Мгм. И я поняла, что двухфакторная аутентификация обеспечивает более надежную защиту нашего аккаунта. Да-да-да, верно все. Это один из лучших методов защиты наших аккаунтов. Мгм. И почему он получается двухфакторный? Потому что а, мы туда входим в систему двумя методами. Мгм. А, э, Первый метод — это если мы владеем телефоном, то нам приходит через СМС информация, да, как мы можем защититься. Да, А может, через второй, СМС. Мгм. а второй мы вводим в эту систему свой логин и пароль. Мгм. И Скажите, пожалуйста, у вас получилось это реализовать, или вы пока теорию просто прочитали? я еще ознакомилась с тем, что вот эта двухфакторная аутентификация, Мгм. ее можно подключить в Гугле, в Телеграме, в WhatsApp и в госуслугах. Да, верно. И меня, и меня заинтересовал WhatsApp, и там я стала проходить через инструкцию и хотела внести в свой WhatsApp двухфакторную аутентификацию, Мгм. и у меня не получилось, потому что я не нашла в своем интерфейсе Мгм. не нашла в своем интерфейсе и в WhatsApp, и в вебе учетную запись. То есть в инструкции было, что нужно найти настройку, потом Мгм. зайти в учет, потом зайти в учетную запись, Мгм. потом надо нажать на двухшаговую проверку, Да-да-да. включи- включить пин-код и Мгм. потом добавить все свои данные в WhatsApp, да? Но я потом WhatsApp, я в своем телефоне в WhatsApp настройку нашла, а дальше Мгм. учетную запись не нашла. А потом я Мгм. через компьютер свой на рабочем столе WhatsApp в этот веб открыла, и там тоже не нашла, чтобы вот Мгм. эту аутентификацию внести в WhatsApp, я не нашла учетную запись. Мгм. Хорошо, давайте я позже вам этот покажу, именно отправлю скриншоты, да, как это можно сделать, потому что мы сейчас на это потратим время. То есть сейчас я вам конкретно не смогу прямо объяснить, показать, как это надо сделать, да. После вебинара в группу я обязательно отправлю скриншоты. А так, спасибо большое, что ну, попробовали, посмотрели, да, и поделились своим опытом. И еще аутентификационные приложения. Приложения это такие, как Google, Мгм. аутентификатор и АУЗИ. Правильно? АУЗИ это правильно или я неправильно выразилась? Вы не в не в то поле ушли, да? Я потом вам обязательно отправлю, именно в группу, да, расскажу об этом, потому Мгм, что сейчас немного сложно будет именно вот словами объяснить, что это, как это, да, это нужно показать, да? Вот. мгм. Мгм. А, Еще больше никто не посмотрел?
Анакей, если Да? можно, да, я на WhatsApp, ну, у себя на WhatsApp сделала Мгм. шаговую, да, двухфазовую или Мгм. идентификацию. Действительно Мгм. включила, потом мне пин изменила, и Мгм. на мою почту пришел код, который я вбила. Мгм. Главное, вот этот пароль, который вы придумали для двухфакторной идентификации или вообще там зависит, разные способы есть, да? Главное не забывать либо код, либо пароль не забывать. Бывает так, что просто телефон нужно открыть и нажать «да» или нажать цифру, да? Да, да, да. Мгм. У меня А, на почте, да, всегда приходит, если я, например, дома захожу с ноутбука и потом захожу на работе с телефона, там кто-то заходит, ваш аккаунт, подтвердите, и я с почты мгм. подтверждаю. С вашего устройства кто-то заходит, Да, да? да, Даже да, этот, да, да, локацию да. может показывать. Отлично. Ага. Мгм. Спасибо, что поделились. Ну, давайте начнем. Сегодня у нас завершающий вебинар на очень интересную, сложную, но тем не менее очень полезную и нужную тему, да? Искусственный интеллект. Вебинар так и называется «Искусственный интеллект», просто о сложном, да? В целом буду рассказывать вообще про теорию, а потом перейдем к практике. Э, В первую очередь хотела бы узнать, что вы знаете об искусственном интеллекте. Вообще это может быть любое ваше представление, да? Любой ваш опыт, любое представление. Ага, Асель, хорошо. Здравствуйте, Ранкей. Здравствуйте. Ну, искусственный интеллект, это в моем понимании, вот я тоже несколько этих постаралась узнать. И Мгм, это вот имитирование человеческого интеллекта. мгм, Получается, вот его тоже изучает. Ну, как человек, есть мозг, его туда тоже обучается. И мгм, просто в короткое, быстрое время может он также то, что человек делает, также может вот эти информации, вот писать, например, стихи или читать мгм, статьи. Ну, в таком плане. Например, если мы можем за минуту прочитать одну статью, мгм, там 100 или даже 1000, не знаю. мгм. Очень за А, малое короткое время большая обработка этих мгм. информаций. А Например, вы если говорите, ага, извиняюсь, что перебила, вы говорите именно, AI называется, да, AI. Я недавно слышала, что есть в Кыргызстане тоже на кыргызском придумали AI Акылай, да, который я на позже вам об этом расскажу. Вы, получается, к вебинару так прочитали информацию или в целом мне бы хотелось узнать, как вы Нет, в целом мне взаимодействовали? было интересно. Было А, интересно, Да, хорошо. потом вот это чат GPT, да, есть, а потом, оказывается, еще появился у Илона Маска Крок. Хорошо, пока не спойлерим. Хорошо. Да. Спасибо большое. Гульнас тоже подняла Можно, да? руку. Мгм. Саламатсыздарбы, каныкей? Саламатсыз бу? Жаңы эле акылай жөнүндө айтылып кетпедиби? Ага. Бул проект 3-4 жыл мурун башталган. Мгм. Мен ал убакта нацкомиссии по госязыку работала. Мгм. Анан мунун иштешине мындай чоң салым кошком дейм да, себеби дегенде, чтобы создать эту программу, аябай Мгм. көп информация керек болчу, и почти 50% информацияны электронныйларын баардыгын чогултуп бергем да. Это Мгм. Тимур, Улан деген жигиттер менен чогуу иш алып барганбыз. Ага. И прям кыргыз тилиндеги болгон бумажный варианттардын баарын электрондоштурдук. И все электронные до этого, которые мы выпускали книги, ошонун Мгм. баардыгын электрон варианттарын бердим. Айтор, я уже 1,5 года работаю в другом месте, но до Мгм. того, я уже 2 года назад, я с ними очень сильно сотрудничала. Прям каждый день мы работали, и прям есть у меня какой-то тоже салымым бар да, кичине Акылай менен. Акылайга. Но Ой. сейчас, оказывается, хорошо она заработала, работает. Мгм. Просто у меня есть азыр болсо кыргыз тилин жасалма эмтиелерге киргизиш үчүн көп иштер болуп атпайбы? Мгм. Анан ошонун башталышында чогуу иш алып Мгм. бардык. Жаштар болуп атат. И кадимкидей Google'дагы азыр кыргыз тилиндеги информацияларды көп жактан тапса болот. Мындан Мгм. 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурун мындай информация вообще жок болчу. Мгм. Биз ушу мындан 10 жыл мурун, 8 жыл мурун ушуну баштаганбыз. Мгм. Биринчи жана Google'ду кыргызчалап.
потом Google Translate, потом этот, как еще, айтор, все материалы, чтобы было на кыргызском, Мгм. иштегенге талым кошконбуз да, поэтому кичине түшүнүк бар дебейм да. Азамат, сіз Джахши, очень рада, что вы поделились своим опытом. Теперь мы, ну и участницы, и я, мы знаем, что вы сделали вклад, да, это очень классно. Я очень рада, что есть какое-то представление об искусственном интеллекте, все равно косвенно или прямо оно затрагивает вашей жизни, да? Вот. Такой следующий вопрос. Как вы себе представляете искусственный интеллект? Можно Розмаро, вам? қандай Да. елестетесіңер? Ага. Вот на мой взгляд, искусственный интеллект, наверное, все, что находится в таком электронном пространстве, да, вот, Мгм. я не знаю, это база, огромная база сведений, информации, Мгм. всего, да, и, наверное, запущен определенный алгоритм, который Мгм. формирует по нашему запросу, там, создает вот этот массив, огромный информационный массив, он может очень быстро по каким-то определенным механизмам, да, алгоритмам Мгм. выдавать. Наверное, Мгм. на мой взгляд, искусственный интеллект, он, наверное, работает таким образом. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Кто еще как думает? Им қандай елестетеді жасалма интеллекті? Да, өзіңөрдің елестетіңөрді айтып берсеңіз. Можете поделиться просто своим представлением, как вы его Ну, в моем представляете. понимании это такое вот электронное что-то такое, как типа вот эти, как говорят, нейроны, да, где вот Мгм. столько всего информации, там, не знаю, миллиард, миллион, где всего-всего-всего. И когда ты Мгм. задаешь какую-то задачу, и Мгм. он выдает тебе из этих, как бы берет и создает информацию. Мгм. Хорошо. Ну, как, Ой. а, Мгм. вот типа, так я понимаю. Да, Хорошо. ну, потому Спасибо. что сейчас же говорят, что искусственный интеллект, он даже может сочинять музыку, рисовать картины. Мгм. Ну, то, что по нашему запросу, доклады, статьи он запросто пишет. Мгм. Хорошо. Хорошо. Больше никто не хочет ответить, да? Спасибо большое за ответы. А, Сейчас кто-то в чат написал. Классный помощник, можно и поговорить, инструмент для облегчения работы. Хорошо. Именно визуально хотелось, чтобы вы рассказали, как вы его представляете, да? В 2000-х годах, 90-х было очень много фильмов. Вообще, это был очень большой интерес к этой теме, к машинам, к роботам, к искусственному интеллекту, поэтому начали выпускать разные фильмы. И в основном эти фильмы, они были негативные и таким больше с пессимистическим настроем, да. Поэтому у большинства людей сложилось такое мнение, такой образ, что искусственный интеллект, он опасный, да, он какой-то вот несет угрозу. Сейчас чат посмотрю. Терминатор, ага. Да, разные фильмы были, Терминатор, Я робот и так далее, которые сформировали какой-то образ, да. То есть есть все равно какая-то одна категория людей, которые представляют искусственный интеллект вот таким образом. Ой, это машины, это роботы, которые захватят мир, да. Вторая категория людей — это который представляет искусственный интеллект уже больше таким образом. Не обязательно такой зловещий, опасный робот, но больше робот-гуманоид, потому что с 2010 года, если вы заметили, в интернете, в медиа было очень много образов именно таких роботов, да, гуманоиды, ну, роботы, которые очень похожи на людей, да, просто такие механистические. И роботы есть не только в виде людей, но и такие собачки и так далее, да. То есть есть другая категория людей, которые представляют роботов, но не обязательно опасно, да. И есть третья категория людей, которые думают, что искусственный интеллект — это просто чат GPT, да. Вот. На самом деле, искусственный интеллект — это не только про роботов или про какой-то чат GPT, да. Большинство людей себя вообще не представляют, что такое искусственный интеллект, вообще, что он, да.
как он сильно меняет мир, что он такое вообще, что он делает, зачем он нужен, зачем вообще сейчас мир помешан на этом, для чего он создан, да? То есть нет вот этого вот понимания, да, потому что пока люди заняты своими делами, проблемами, там, они не замечают, насколько мир очень сильно меняется, да, и для тех, кто не знает про искусственный интеллект, мир просто в один день очень резко сильно изменится, да, вот. На самом деле, сейчас слайд сделаю. Что же такое искусственный интеллект, да? То есть эта тема на самом деле не новая. Это не так, что с 22 года, как появился чат GPT, и люди узнали там про искусственный интеллект, только начали изучать. Это не новая тема. На самом деле, вот это, кстати, вот эту картинку мне сгенерировал искусственный интеллект по моему запросу, да. А, Еще в древних там мифологических религиозных книгах есть такие идеи, где люди всегда думали о том, чтобы создать что-то, что будет обладать сознанием, да, например, слепить из глины человека, который будет потом размышлять, а, у него появится сознание, да, вот, то есть любые какие-то мифы посмотреть, легенды, мифы, будь это греческие, будь это китайские, будь это даже в еврейской мифологии, обязательно есть такая история, да, где создан интеллект из ничего, да. Вот, потом в XVIII веке тоже многие философы, они поднимали этот вопрос, да, является ли интеллект это чем-то биологическим, или это машина, или наше тело это тело, или это машина, или это что, да? То есть такие философские вопросы поднимали. И кто знает этого человека? Алан Тьюринг. Может быть, многие из вас его слышали. Про него слышали. Это очень такая известная личность, самый такой передовой информатик своего времени. Военное время что-то там он сделал, какие-то эти разрушил, что ли, чтобы Да, победить. то есть это британский ученый, британский информатик. И когда была вот эта война с 40 по 45 год, он именно смог вот этот шифр разгадать кода Энигмы, да. А, Тогда же враги, там, ну не враги, там, окей, там немцы, там британцы и другие, ну, другие нации, другие страны, они же передавали сообщения через какой-то шифр, через код, потому что нельзя было, чтобы перехватили, да, и этот шифр, вот этот код нужно было разгадать, и вот он разгадал, и этим стал очень известен, да. Так, не слышала, не знаю, ага. Но это не единственная вещь, благодаря которой он стал известным. А, Он именно первый тот человек, который представил концепцию компьютера, да? Еще на то время, в начале 20-х годов, там, в 1936 году, кажется, он предложил вот эту концепцию, благодаря которой потом наши современные вот эти компьютеры были созданы на основе вот этого его концепта, да, предложенного. Потом в 50-м году он выпускает вот эту статью Computing Machinery and Intelligence, где задается вопросом, могут ли машины думать, да? И там размышляет, что вот не надо а, разбираться только во внутреннем устройстве, да, машины. Он предложил такой тест Тьюринга называется, да, он предложил идею, как можно проверить, умеет ли машина думать или нет, пройти такой тест. Если ответы машины, они не отличаются от ответа людей, значит машина, она разумная, да? Вот. И это первая идея. А вторая идея такая. Он предложил игру взять двух собеседников, один из которых будет, условно говоря, машиной, и задавать вопросы. Если эта машина отвечает правдоподобно, как человек, значит, вот она уже стала разумной, значит, машина умеет думать, да? Вот.
И вот этими тремя вещами он стал известным. Его вклад, конечно, очень большой. Благодаря его вкладу потом дальше пошли другие труды на основе его трудов, да. Вот. То есть это уже такой модель такая компьютера, да. Раньше же в 50-е годы, когда начинали моделировать компьютеры, они выглядели такими огромные, такие, прям целая комната это компьютер, да? Вот. Кто-нибудь знает этого человека? Джон Маккарти. Это американский ученый. Чем он стал известным? В первую очередь тем, что это именно он предложил провести первую конференцию в 56 году, не знаю, ага. В 56 году она называется Дартмутская конференция по искусственному интеллекту. То есть туда были приглашены самые такие ученые передовые. И тогда вот на этой конференции он ввел понятие, использовал именно этот термин artificial intelligence, то есть искусственный интеллект. Да? Там они обсуждали, существует ли искусственный интеллект, может ли он вообще в целом в теории существовать, да? Можно ли создать такую машину, которая будет думать, что можно для этого сделать, да? И участники, они настолько были вдохновлены этой идеей, что после этой конференции они начали изучать про искусственный интеллект, они начали создавать первые такие программы, но это очень далекое от того, что мы сейчас имеем, да? Это, можно сказать, начало, именно эта первая конференция является точкой отсчета. Это тот год, когда появилась наука об изучении искусственного интеллекта, да? Вот, и после этого они начали изучать. Американское правительство, оно стало спонсировать такие программы, но, к сожалению, наверное, ожидания были слишком высокими, и они не учитывали реальность. То есть ожидания, вот мы создадим что-то такое огромное, а на самом деле не хватало таких мощнейших компьютеров, да, то есть для того, чтобы вообще создавать искусственный интеллект, чтобы он что-то сделал, всегда нужны ресурсы, мощность, машины, этого всего не хватало, поэтому вот до 70-го года это была, ну, даже до какого-то еще позже, мне кажется, а, период, который называется первая зима искусственного интеллекта, да. А, да, то есть, да, еще в 56 году уже шла речь. а, И почему этот период назывался первая зима искусственного интеллекта? Потому что этот период связан с разочарованиями, да, то есть не удалось реализовать идеи, потом сокращалось финансирование, ученые уже теряли энтузиазм, уже особо не хотелось это делать, но все равно что-то, да, в этом плане работа какая-то продолжалась. И есть вторая зима искусственного интеллекта, то есть это вплоть до 90-х годов. Тоже были, опять же, разочарования, опять же, первые неудачи, желания, мечты, там, ожидания высокие, а реальность, она другая, да. Вот так. Да, то есть это давно началось, многие люди этого не знают, думают, что вот с 20-го года, наверное, недавно, а на самом деле в качестве теории она существовала, об этом уже говорили, что-то пробовали, первые программы начинались, да. То есть, когда в то время появлялись первые программы, они умели решать какие-то логические задачи, там больше то, что связано с математикой и информатикой, да. А, Потом вот в 90-х годах случилась, скажем так, революция. IBM, есть такая компания, она начала разрабатывать искусственный интеллект
который бы умел бы играть в шахматы, да, и в 96-м году ам, вот этот прошел чемпионат, да, прошел чемпионат по шахматам между Гарри Каспаровым, на тот момент чемпионом мира по шахматам, и между компьютером, искусственным интеллектом, который на то время назывался Deep Blue, да, глубокая печаль. И в 96-м году компьютер не смог выиграть, то есть тогда люди уверенно держались, они были уверены, что пока к машинам далеко, пока все это нереалистично. Но в 97-м году, через год, то есть Deep Blue настолько обучился, что он выигрывает все партии и становится чемпионом, да. Настолько это была революцией, прям мировой новостью. И этот, ну, предыдущий чемпион Гарри Каспаров, он был в гневе, в ярости, он требовал, чтобы показали, на чем он обучался, что он использовал, почему это так и так далее. Но судьба этого компьютера интересная. После этого его не стали выпускать на всякие чемпионаты, а просто вот поставили в музее, историческом музее в Калифорнии, да, так и он и остался экспонатом, да. Вот. Потом, вот именно после 97-го года, в 2000-х годах, ну, начал появляться уже интернет, да, уже люди начали как-то регистрироваться, заходить, искать что-то в браузерах, и поэтому а, до 2000-х годов все, что мы представляем об искусственном интеллекте, это такой интеллект, который вот знал информатику, знал там логику, знал какие-то математические ходы. Кстати, у меня вопрос к вам. А, Как вы думаете, почему именно вот это был прорыв, да? Почему именно то, что компьютер тогда выиграл в шахматы, это вызвало такой резонанс, стало большой новостью, и как-то это стало прорывом? Тогда такого же не было, Канакей. Это Мгм. новшество, да, для народа, для людей. Мгм. Поэтому. А сейчас таких много, поэтому людей ничем не убедишь, ничем Ага. Но тем не менее, не заинтересуешь, да. Да. И шахматы это ведь игра логики, просчитывания ходов. Только человек может, а тут человека, если выиграли. да-да-да, то есть правильный ответ, тут Чинара тоже пишет, логика оказалась что-то человеческое, Да. потому что шахматы, И расчет ходов надо же просчитывать наперед. да, то есть шахматы же это интеллектуальный вид игры, где именно интеллект нужен, да, ты должен угадывать, прогадывать заранее шаги, ходы и иметь стратегию, да, разрабатывать стратегию. Что компьютер, ага, и учел все риски. Да, именно поэтому это вызвало такой резонанс. Именно из-за того, что такая игра интеллектуальная, где шахмат выигрывает, да? Где это компьютер выигрывает шахматы, да? Вот. И почему прорыв? Потому что, я же говорю, до 2000-х годов искусственный интеллект, он был исключительно такой, можно сказать, машиной, которая занимался там логикой, математикой, информатикой. То есть было понятно, что он пока что не знает, что такое эмоции, что такое текст, что такое там шутка, юмор. Он не понимал, что, например, американец это там житель там Америки, да, условно говоря, да, то есть такие логические, ну, не логические, такие вещи он не понимал, какие-то нюансы не знал, потому что его этому не учили, да, а с 2000-х годов появился интернет, и много людей начали регистрироваться, заходить, оставлять какие-то данные, и с тех пор вот именно с 2000-х годов появилось понятие машинное обучение. Что это значит? Это означает, что а, разработчики, инженеры, они
кормят, ну, в кавычках, кормят искусственный интеллект данными, которые есть в интернете, да, вот. И они поняли, что вот логика хорошо, математика хорошо, этого недостаточно, нужно дальше обучать, дальше показывать, что такое текста, там, загадки и так далее. Вот. И следующий прорыв случился в 2011 году. Это такая была известная телевикторина, я забыла, как она называется. Ну, в Америке она проводилась. И тут два участника, и тут участвовал искусственный интеллект. И он выиграл эту телевикторину, а там именно были загадки, да, вопросы в виде загадок. Там нужна была не только логика, но и где-то интуиция, где-то нужно было понять какие-то нюансы, тонкости, смыслы, языковые какие-то моменты, да. То есть вот он тогда выиграл, и это было тоже резонансным событием, потому что вот как так, да, очень быстро он научился и уже вот начал понимать, да. А вот в 2017 году программа AlphaGo, она победила по игре Go. И это стало еще более резонансным, чем а, событие, связанное с шахматами. Как вы думаете, почему? Вы знаете такую японскую игру Go? Нет, не знаю. Мгм. Есть такая Это японская игра, да, я слышала. Вот Да, она там, у нас тоже проводится в да, Бишкеке. есть турниры, да, слышала. Да, часто проводятся турниры, есть свои фанаты, есть свои чемпионы и так далее. Но Го — это игра намного сложнее, чем шахматы. То есть тут тоже очень много нюансов, там ходов и так далее. Но тут плюс еще играет не только стратегия, планирование, там, предугадывание ходов и так далее, но плюс еще должна быть хорошая интуиция, да? То есть интуиция, она же не свойственна машине, да, она свойственна человеку. А тут впервые получается в этой игре, когда думали, что ну, невозможно, чтобы Go выиграла машина, она именно и выигрывает, потому что вот тут была суть в том, что AlphaGo придумала тот ход, которого вообще не было, абсолютно не было в истории, да. В этом и был резонанс, что она из ничего и придумала вот этот ход, и теперь этот ход используется вот этими а, игроками Go, да? Вот такой очень интересный факт. А еще такой один интересный факт расскажу. А, Создатель вот этой вот программы AlphaGo, Демис Демис, фамилию забыла. В прошлом году он получил Нобелевскую премию за то, что он использовал нейросеть а, в биологии, кажется, в медицине и биологии, да. То есть с помощью нейросети теперь можно предсказывать белки, да. И за это он получил Нобелевскую премию. Это прям такой очень удивительный случай. Ага, Асель. Вот я недавно в Инстаграме подписана в один этот и прочитала, что, оказывается, умер 4 года один композитор, Мгм. и его мозг, оказывается, вырастили в пробирке ученые. И с помощью вот искусственного интеллекта через нейросетей сейчас он вот этот мини-мини мозг придумывает, оказывается, музыку. До сих пор как бы создает музыку. А потом вот Мгм. еще прочитала, что вот с помощью искусственного интеллекта первый прорыв в медицине написано, что в Мексике искусственный интеллект, вот эмбриологи, да, называется, которые вот Мгм. через ЭКО вот это вводят эти, и оказывается, с помощью искусственного интеллекта первый родился ребенок, который без вмешательства врачей.
Получается, Мгм. искусственный интеллект, с помощью искусственного интеллекта это все было оплодотворение. Мгм. Но я все-таки рекомендовала бы, например, в Инстаграме всему не верить, да, потому что вот многие люди, которые создают такого рода контент, они хотят же больше охватов, просмотров и лайков получить, поэтому могут нереальные вещи создавать, да, то есть писать какие-то вещи, которые вас точно не оставят равнодушной, да. Ну, возможно, это есть, возможно, да, а возможно и нет, да. Поэтому нужно тут факт-чек использовать, смотреть, правда это, информация это правдивая или нет, да. Вот. Потому что я тоже в Инстаграм очень часто захожу и там вижу в последнее время, какие вещи создаются про искусственный интеллект, придумывают прямо такие абсурдные вещи, да. Да, сейчас не знаешь, чему верить, да. То есть недавно я тоже видела такую публикацию, она провокационная такая. М, Например, Google создал мужчина или там еще что-то создал мужчина, а чат GPT создала женщина, и вот никто ее не благодарит, да. И в комментариях очень много людей, которые пишут, да, действительно, я точно знала, что это женщина создала туда-сюда, и я думаю, это же секунду занимает посмотреть, кто на самом деле создал, да. Вот, то есть такой информации в поисках там лайков, просмотров, это можно вот очень легко заставить поверить, да. Вот. А, В 2018 году, да, уже начали искусственный интеллект учить тому, чтобы он распознавал лица. То есть если он раньше знал там, ну, изучал там логику, математику, информатику, такие более технические моменты, потом пошли тексты, там загадки, юмор, ну, все, что связано с исследованиями и с текстами, то теперь начали обучать картинкам именно. Какие картинки есть, какие люди есть, что на них изображено, да? То есть каким это образом, например, показывает вот мотоцикл, обучает тому, что это мотоцикл, и потом дают тест, например, в этих картинках найди мотоцикл, да? Таким образом уже искусственный интеллект начал понимать картинки с 2018 года. Ну, уже подходим к более к нашему близкому времени, да, 2022 год, чат GPT, да, OpenAI, вот эта компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, она выпускает м, искусственный интеллект, чат GPT, да. Но, точнее, вообще-то, вот эта компания OpenAI, она еще была создана в 2015 году. В этой команде, в команде этой компании, это был Сэм Альтман, там Илон Маск и многие другие разработчики, да. Изначально компания создавалась как некоммерческая, просто хотели создать искусственный интеллект, который там условно поможет людям, да. Такая миссия у них была. Потом в 2018 году Илон Маск уходит из компании, там с обвинениями больше там не состоит. И уже там в 2018, 19, 20 OpenAI начинает выпускать чат GPT, там чат GPT 2, 3, но почему это не было таким резонансным, как в 2022 году? Почему именно в 2022 году люди такие узнали про чат GPT, и они начали активно им пользоваться, хотя он уже до этого существовал? Его версии до этого существовали. Почему? Может, какие-то новые функции начали появляться Мгм. этого. Ну, тепло, тепло. Наверное, А, другие, наверное, занимались, то есть уже пользовались. Кыргызстан, наверное, уже только 2 года, да? 2,5 года ну, весь пользуется. мир прям в 22 году так Начал. прям начал, да, весь мир в 22 году. А, То значит, есть, мы не, этот, да?
Мы Мы в не нормальном отставшие, пользуемся, да? да, не отстаем, да? Да. Не, ну как бы весь мир и до этого знал про искусственный интеллект, но не совсем весь мир, скажем так. Те, кто интересовались этой темой, те, кто изучали, те, кто вот более-менее там читали книги фантастов разных, они были более осведомлены, да? А именно конкретно весь мир, чтобы новость на весь мир появилась, это 2022 год, да? Знаете, Ханекей, вы Ханекей, спросили, почему, да? Да, почему именно 22 год, да? Ну, мне кажется, это после пандемии, когда все ушли в локаут и были Мгм. заняты только онлайн, вся жизнь почти перешла в онлайн пространство, Мгм. может быть, не знаю. Мгм. Ну, еще кто-то хотел ответить, да? Да, с 22 года в марте началась, да, пандемия. Наверное, тогда все заняты были с компьютерами, Мгм. Не, интернетом. пандемия в В 2020 2020 году году. В началась, 2020 да. году. Мгм. А, в 2020 году было, да? О, Да, уже 5 лет прошло, да? да. А, ну, не буду вас томить, скажу как есть. До этого выпускались версии ChatGPT, но они были слабые, да, то есть м, они не могли генерировать ответы так, как это произошло в 22 году. А в 22 году это впервые получилось так, будто ты не общаешься с машиной, а как будто с человеком, да? То есть удивительным образом этот искусственный интеллект, он отличался там от Google, от других, тем, что он тебе давал конкретный ответ, и он был близок к человеческому, да? И именно вот в этом году начался ажиотаж. И именно в этом году Илон Маск, многие ученые, они написали письмо мировому сообществу, да, о том, что стоит поставить искусственный интеллект на паузу, не стоит его сейчас развивать. Основные их опасения были в том, что вот а, искусственный интеллект, он может заменить миллионы профессий. То, что вот нету никакой регуляции, нету никаких законов, правил нету. Вообще мы не знаем, с чем имеем дело, да, вот появился искусственный интеллект, он удивительно похож на вот человека, и что с этим делать, да, как с этим быть. Это вот вызвало опасения. Потом, конечно же, непредсказуемость. Никто в мире не может предсказать, вот что будет дальше, что будет с искусственным интеллектом, как он себя поведет, принесет ли он а, хорошее или наоборот негативное, да, то есть вот это вот было опасением. И плюс еще то, что концентрация власти у Big Tech, то есть несколько компаний управляют всем, монополизация, да. Этого всего м, вот эти ученые испугались, они начали писать письмо, везде в СМИ об этом говорилось, но, кажется, это письмо ничего не решило, то есть ничего не стали держать на паузу, а наоборот, именно после этого пошел прорыв, да? А, Так, кто-то что-то говорит. Именно после этого еще больше пошел прорыв. Не то, что пауза, а наоборот, да, прогресс еще больше пошел, потому что вот Google, они давно тоже занимались разработкой искусственного интеллекта. То есть с 2015 года у них был искусственный интеллект под названием BART, и они не спешили с его презентацией, они не спешили его так быстро выпускать. Но вот конкуренция, она повлияла, и они в 2023 году выпустили искусственный интеллект, который назвали Gemini, да? То есть он тоже похож на чат GPT, он тоже искусственный интеллект, который создает тексты, там видео тоже, кажется, да.
картинки и так далее, много всего. То есть также работает, да? Вот. Потом 2023 год это Cloud, тоже это совсем другая компания. Anthropic называется. Эта компания выпустила свой AI. Вот. И 23 год Илон Маск, который был против того, чтобы AI дальше развивался, нужно поставить на паузу и так далее. Он тоже в спешке выпустил свой искусственный интеллект, который называется Грок. Вот. Еще и другие компании тоже там, так, у кого-то включен звук, да? Другие компании тоже, как Facebook, Apple и другие, они тоже стали выпускать свои искусственные интеллекты. Я сюда не стала включать. Их много, то есть если поискать, посмотреть, искусственного интеллекта сейчас на рынке стало очень много, да? Вот. А в 2024 году еще другой прорыв случился. Появился китайский Да, искусственный интеллект, да, который называется DeepSeek. Может, про него вы слышали, да? да, А, я слышала, что этот, вот, оказывается, он очень дешевый. Вот был какой-то этот, который этот, на фондовом рынке, мгм. вот этот Дипсик, да, называется как-то, как его. DeepSeek, да. Да, Мгм. после появления вот чат GPT, он, оказывается, у него эти сильно упали. Банкротство было в связи с появлением этого Мгм. искусственного. Ну, на самом деле, вот чат GPT и другие такие искусственные интеллекты, они не зарабатывают сейчас, да? Они, наоборот, в убыток уходят, несмотря на то, что вот люди подписываются, они платят за подписку, потому что расходов намного больше, да? То есть, например, та же компания OpenAI, она на чат GPT каждый день тратит $700 000. Это каждый день. Почему такие расходы большие? Потому что поддержание вот самого искусственного интеллекта, оно требует таких расходов, да. Они держатся на электричестве, то есть они очень много потребляют. То есть один искусственный интеллект, он потребляет как целый город, да. И в этом плане он очень неэффективный. Потому что, например, если наш мозг взять человеческий, да, он очень эффективный, он меньше потребляет. Ну, нам нужно просто поспать, покушать хорошенько, отдохнуть, и все, мы эффективные, да. Он может думать, там, создавать что-то, писать и так далее, дальше какие-то действия делать. А искусственному интеллекту для того, чтобы совершить какую-то задачу, на каждую задачу, на каждый запрос он тратит электричество, он тратит нереальное количество вот мощности, да. Вот. И когда DeepSeek вышел, естественно, OpenAI, глава OpenAI Сэм Альтман очень сильно возмущался, что, мол, они наши данные взяли, вот они у нас украли и так далее. То есть это конкуренция среди таких компаний, да. А, DeepSeek, ну, он тоже такой же, как чат GPT, просто он оказался намного мощнее, и у него вот этот код, на котором он разработан, он открытый. То есть любой может взять этот код и на основе этого сделать искусственный интеллект. А у чат GPT, он же закрытый, и они больше все-таки закрытые, не делятся своими там секретами, фишками и так далее, да, своим кодом хотя бы, да. Вот. И что же происходит сейчас, да? Ну, бум, самый настоящий бум происходит. А, Как я уже до этого показала, появилось много различных искусственных интеллектов, которые умеют не только там писать тексты, там составлять отчеты, м, разрабатывать презентации, там помогать быть AI-ассистентами, но и в медицине, там везде они помогают, да. И хочу вот одну вещь показать. Надеюсь, получится. Вот смотрите, это то,
как 2 года тому назад искусственный интеллект создавал видео. С нуля прям, из ничего, просто из изображений. А это как он делает сейчас, да? То есть за 2 года такая колоссальная разница. Наверное, многие из вас, вы знаете, да, что... Так, почему уже что-то другое выходит? Так, как это выйти из этого режима сейчас? Так, я извиняюсь на момент. Смотрю. Так, странно очень. Так, вот. Многие, наверное, из вас знают то, что искусственный интеллект уже заменяет там дизайнеров. а, То есть буквально в этом месяце это все началось, вот этот ажиотаж весь, да, такие картинки начали появляться. Это полностью картинки, созданные чат GPT, да. Вот заметьте, насколько вот графика прекрасная, насколько вот все детализировано и ощущение, вот, что это создавал человек, да, а не искусственный интеллект там за условно 5 минут, да. Вот. Кто-то тоже пробовал создавать изображения или еще не пробовали? Нет, еще не пробовали. Вы не пробовали, да? Нет, еще. Хорошо. Ну, тексты пробовали. Тексты пробовали. Это уже Да. хорошо. Смотрите, вот эти фотографии, они полностью созданы искусственным интеллектом. То есть они очень реалистичные. И это пугает, потому что в последнее время очень много появляется видео или фотографии, и ты думаешь, что это реальный человек, да? То есть даже уже есть каналы каких-то блогеров или там странички, которых на самом деле не существует. Их просто нет, это просто искусственный интеллект создает. Если не говорить, что это искусственный интеллект, а, вот никто и не поймет, да? В этом и заключается опасность, потому что вот один из футурологов, Рэй Курцвейл, он говорит, что к 30-му году мы уже не будем способны различать а, контент вот настоящий от искусственно созданного, да? То есть вот это вот проблема. Сейчас что еще происходит, помимо того, что искусственный интеллект может там создавать изображения, музыку, там звуки и вот все самое классное. Такие большие компании, они создают роботов. Это роботы от Илона Маска. Они работают над этим. И, возможно, вот к 25-26 году уже у нас будут первые роботы, которые вот прям будут продаваться, и их уже будут приобретать. Для чего, да? Там для уборки, для помощи по дому. И то есть есть разные типы роботов, да, роботы, которые могут а, помогать чисто такой физической работе, роботы, которые могут помогать именно там в медицине, в заводах, заменять людей на автоматизированной работе, да. В Китае уже роботы-официанты, да. В Китае много сейчас что происходит. Я последние видео еще тогда смотрела. У них уже и робот, который занимается кунг-фу, уже и произошел первый марафон между там роботами и людьми, где они бегали. Это прям очень смешное видео. У них постоянно что-то происходит, постоянно какие-то мероприятия, события, где показывают различных роботов, да, роботы-собаки, роботы там, не знаю, они по-разному выглядят, да.
А, вообще, как вы думаете, зачем, нужно ли создавать роботов? Это первый вопрос. И второй вопрос, зачем создают роботов, да? И Каныкей, ну, это же, мне кажется, как производительность труда, исторически были механические машины, они Мгм. развивались дальше. Вначале был ручной труд, потом появились машины, а сейчас, Мгм. ну, мне кажется, роботы заменят уже в производстве человека. Вот то, Мгм. что вы говорите, физический труд, ну, вот очень много видео, где показывают не только вот как бы, да, в сфере услуги, но и там на полях будут работать, в заводах Мгм. работать будут, механическую работу будут запросто делать. Мгм. Мгм. Это да, такое есть. Но вообще, зачем роботов создавать? Можно же... Зачем вот искусственному интеллекту давать физическое тело? Роботы, здравствуйте, Пла- роботы, мне кажется, не Платить им нужны, не нужно. Так, потому так, так. что нет, работа мозга уменьшится, и потом уже как бы не 100% мозг будет работать, он будет работать на 20%. Это Мгм. мы будем лентяем, получается, и мы не будем соображать, будут все делать роботы. И Ага. платить самое главное не нужно этим рабочим. Они Мгм. будут просто заряжать их, и они будут выполнять задачу. Это Мгм. для владельцев заводов и так далее. Это очень экономия средств. Да, это, конечно, если... Да, вот а для людей как, смотрите, школьники сейчас не будут заниматься, они не будут считать в уме, они не будут считать пальцем, они просто будут давать программы, и все за них это будет делаться. Мне кажется, что это нехорошо. Мгм. Мгм. Я еще отвечу на вот этот момент про нехорошо или хорошо, да. А вот, да, вы все правильно, верно отвечаете, но почему, зачем нужно вот этому искусственному интеллекту давать физическое тело, чтобы он выходил, да, чтобы он не был просто неподвижным компьютером, да, где-то вот был в каком-то компьютере, а он именно умел двигаться, умел создавать человеческие движения, да? Алло, добрый вечер. Добрый Опять вечер. Создавать вопрос. активность. А? Вопрос опять. Вопрос, хорошо или плохо. Такой, такое вот фантастическое развитие мысли. Не ведется ли все к тому, что искусственный интеллект за счет того, что он сейчас за нас думает, за нас выполняет всю работу, коэффициент КПД мозга человека снижается, Мгм. и не ведется ли это к тому, что потом роботы будут вместо нас, Мгм. а человечество, которое уже утеряло способность мыслить, Мгм. способность делать какие-то свои движения, будет, ну, короче, не поменяемся ли мы местами. Вот такое вот Мгм. фантастическое вот продолжение сегодняшней Мгм. темы. Мы вместо роботов, а искусственный интеллект, он все-таки уже развил свой интеллект, Мгм. в него все вложено, а человечество со временем потеряет вот это свои способности. И мы Мгм. будем вместо этого поколения человечества будет вместо роботов выполнять Мгм. вот такую вот неприхотливую такую работу. Уборку, Мгм. готовку, Сами такую же черновую работу. сами же и станем рабочей силой, да? Нет, а вот искусственный интеллект вот, будут делать все за людей. А безработица здесь увеличится. Люди чем будут заниматься, если заменят, все это будет заменяться роботами, а Мгм. люди останутся без работы, многие останутся без работы. Мгм. Это тоже минусы будут. Ага, хорошо. Гульназ подняла руку. Ага. Мне кажется, зачем они, вот ваш вопрос был, не оставлять просто в таком, как Да, интеллект, да, неподвижным, мой а вопрос в сделать из этом них был. прям, да, Ага. в том, мне кажется, для Илон Маска это как бизнес. Он Ага. продает этих роботов. Ну да. Да, понятно, что он получает, но здесь он еще больше будет получать. Да, Мгм. потому что люди, ну, как бы он понимает, что эффективность, они могут работать не 8 часов, они могут работать, наверное, 24 часа.
Вот эти все, с учетом этого всего, конечно, есть спрос, и он это как бы исполняет, наверное. Мгм. Очень хорошо ответили. То, что это бизнес, да, в любом случае разработка искусственного интеллекта для коммерческих компаний это бизнес, потому что, ну, это очень хороший бизнес. Сделать таких роботов, потом продавать компаниям, которые лучше заплатят 30 тысяч долларов за одного такого робота, который еще будет делать, чем платить человеку, который с такой точки зрения он будет неэффективным, да. Но мой вопрос был, почему именно не оставляют вот в компьютере, а выводят, дают ему физическое тело, это ответ в том, что а, я до этого говорила, в начале искусственный интеллект, он просто ему задавали м, задания на логику, там, на информатику, на математику, да, то есть его строго по правилам учили. Вот есть правила, вот так вот запоминать. Потом его стали кормить данными из интернета, да, то есть заниматься машинным обучением. И вот это идет следующий этап, более высокий этап обучения, да. То есть искусственный интеллект, он все равно же ограничен. Все, что он, чему он обучается внутри этой системы, внутри этого цифрового мира, да. То есть он не может а, по-настоящему увидеть этот мир, в котором мы живем. А, Он не видит этот мир, он не знает, что вот это, что там стол, стул и так далее. Он имеет представление по картинкам, но этого же он же не видел, он же не имел возможности изучать это вживую, в реальности, да. Поэтому, когда дают ему физическое тело, то есть, соответственно, он выйдет вот в этот реальный мир, а он будет изучать это уже через тот опыт, который мы изучаем. Это как вот дети же обучаются, они же смотрят на мир, и а что такое дерево, а что такое там вода, небо, насчет всего задают вопросы, таким образом они изучают окружающий мир. То же самое и искусственный интеллект, да? То есть это уже другой этап, другой уровень, где все намного вот выше пойдет и по-другому будет, да? А то, что вы говорите про опасения, то, что люди там могут деградировать, люди будут не нужны и так далее, и так далее. Тут есть два типа людей, два типа ученых. Одни слишком оптимисты, одни наоборот, другие наоборот пессимисты. То есть нету вот людей посередине, да, которые э, мыслят вот как этот, как сказать, вот я здесь, я посередине. Есть вот только люди-оптимисты, которые, нет, это классно, искусственный интеллект, это круто, пусть создается, он принесет только хорошее, в медицине будет хорошо, во всех сферах будет хорошо. А, Они не думают, что работа потеряется, наоборот, с созданием искусственного интеллекта появится много рабочих мест, и все будет работать в гибридном формате. То есть человек и искусственный интеллект, они будут вместе проживать в таком мире, да, это мир уже роботы и люди, да, вот. А есть такие пессимисты, которые думают, нет, это конец человечеству, это все, сначала будет деградация, потом конец, уже людей не будет, останутся ну, вот одни роботы, один искусственный интеллект останется. И, ну, вот смысл, чтобы были люди, да, смысл, чтобы они неэффективные, они быстро устают, ленятся, много вот, потребляют ресурсов, а зачем они нужны, да, то есть в этом плане такой вот пессимистичный взгляд. Но и есть другой такой Почему вот пессимизм появляется, да? Потому что люди беспокоятся за свою безопасность. А, Из-за того, что вот я уже вам рассказала, что любой искусственный интеллект, он не учится из ничего, то есть он не учится из пустоты, он учится из тех данных, которые есть в интернете. То есть сначала компании, они кормили, обучали искусственный интеллект из тех открытых данных, которые доступны в интернете. Но искусственный интеллект, он очень прожорлив.
Он очень много-много потребляет информации, его постоянно кормят. То есть мы же не можем, например, люди, да, мы же не можем много информации в голове держать. Там несколько держим, уже тяжело становится. А тут это бесконечно, да, его нужно просто кормить. А таких бесконечных данных тоже нет. И поэтому, ну, были такие новости, что такие компании, как OpenAI, они скрытно берут те данные, которые защищены авторскими правами, которые они не предназначены для того, чтобы брать их и кормить искусственный интеллект. То представьте, что вы, например, создали какую-то работу, исследование или там написали картину или книгу, а, что-то создали, и без вашего ведома, без того, чтобы вам заплатить за это просто берется и э, дается искусственному интеллекту, просто без вашего ведома даже, да? И такие моменты, они есть и были, поэтому это и вызывает опасения, а что дальше будет, да? Потому что вот я еще дальше потом расскажу такой момент. Вот, ну, я сама думаю, что там есть какие плюсы, такие минусы в любом случае, да. То есть это не будет совершенно плохо для нас и не будет совершенно хорошо, да. То есть в любом случае столкнемся с проблемами, будут первые такие прецеденты, какие-то первые проблемы, первые законы пойдут и так далее. Вот еще хочу видео показать. Вот это видели? And so today we're announcing something really, really special. Hey, hey, Blue. How are you doing? How do you like? How do you like your new physics engine? You like it, huh? Yeah, I bet. I know. Tactile feedback, rigid body, soft body simulation, super real time. It is a partnership of 3 companies: DeepMind, Disney Research, and NVIDIA. I told you the progress of our robotics has been making enormous progress. All right. Hey, Blue, listen. How about let's take them home? Let's finish this keynote. It's lunchtime. Are you ready? Let's finish it up. We have another announcement. You're good. You're good. Just stand right here. Stand right here. Stand right here. All right, good. Right there. That's good. All right, stand. And today we're announcing that Groot N1 is open Ну source. вот, то есть кто-нибудь видел это видео? Нет. Мгм. Вот совершенно недавно, да, вышел такой робот. Посмотрите на YouTube, очень много разных видео, разные роботы выпускаются, маленькие такие есть в виде собак, которые умеют прям чуть ли не по горам лазить, там везде бегать. Это очень интересно на самом деле. Вот. Зачем вот искусственный интеллект руководителям, да, вам? Ну, это довольно очевидный вопрос, и тут очевидные ответы для того, что вам нужно автоматизировать какие-то рутинные задачи, да, повысить вашу эффективность, и искусственный интеллект может работать вашим ассистентом, помогать вам, анализировать какие-то данные, подсказывать, давать идеи, помогать в текстах, идеях и так далее. То есть очень много где он может вам помочь. Вот, поэтому хотела бы сейчас перейти к практике вместе с вами. Наверное, многие из вас пользуются чат GPT, да? Да.
Да, Напишите, интересно. кто не пользуется, кто впервые узнает про чат GPT. Но даже если вы пользуетесь чатом GPT, в принципе, знаете, все равно какие-то нюансы есть, я сейчас расскажу. Вот, для тех, кто первый раз знаю, не знаю. Ага, так, давайте я вам отправлю ссылку, да? Попробуйте зайти на этот сайт. У кого прям чат GPT установлен как приложение в телефоне? У меня Мгм, есть. мгм. А кто пользуется голосовым? Я пользуюсь и пишу, и голосовым. Мгм, хорошо. У меня, Я ага. пользуюсь голосовым, не пользуюсь, но я пользуюсь. Сейчас же DeepSeek вышел, я еще DeepSeek'ом пользуюсь тоже. Мгм. Из всего этого, наверное, больше чат GPT и DeepSeek, наверное, да? Вот те, кто не знает, те, кто в первый раз, я все-таки расскажу про чат GPT. Вот я отправила в чат ссылку, вы можете на нее нажать и зайти через свой Gmail, через свою почту. Вот. И у вас должно вот так выйти. Вот чем меня удивляет чат GPT, это тем, что постоянно каждый день какие-то обновления, какие-то фишки, какие-то моменты, чему я очень сильно удивляюсь, да. Даже если вам кажется, что вы каждый день пользуетесь, вы уже прекрасно знаете, там есть моменты, да. Вот откройте свой чат GPT, посмотрите, пожалуйста, у вас вот так все выглядит или есть еще какие-то другие здесь разделы? Да, у нас тоже так вышло. Тоже так, да? Мгм. Вот здесь только чат GPT, больше ничего нет у вас. Да, вот как на экране, вот так вот тоже, чат GPT. Мгм. Так, пожалуйста, тоже отписывайтесь в чате, чтобы я знала, все ли там открывают, все ли пробуют. Если у вас вот так открылось, дальше перейдем к следующему, да. Чат GPT можно зайти через свой Gmail, через свою почту. Если у вас так вышло, чулды, хорошо, нажимайте на вот эту лупу. Нет, подождите, я сейчас ошиблась. Нет. Вот, исследуйте GPT. Нужно на вот этот нажать. Нет, не так оказывается. Мгм. Вот По-другому там вышло. исследуйте нажали? А, Так, если открыли главную страничку, нажимайте на «Исследуйте GPT». У меня по-другому. А как у вас по-другому, интересно? Сейчас что-то не заходит. Вот этот момент у вас есть? «Исследуйте GPT». Нажимайте на него. Я вот телеграм-группу отправила, как у Так, меня сейчас я будет. посмотрю. Так, а вы не вошли. Вы видите, вот там написано «Войти». Так, открыла. У вас так вышло, потому что вы не вошли. Нужно нажать на вот эту кнопку «Войти».
И через Gmail зайти нужно туда. А, так, что-то у меня получается продолжить в Google учетной записью с Мгм. номером телефона продолжить, тут написано. Продолжить через Google. Ну, да, через Google. Через Google, Google оно пароль требует. Google, оно позволяет зайти через вашу почту. Вот, если кто успел, получилось, нажмите на исследуйте GPT. И вот здесь в поиске нужно написать Classic Chat. Почему не Classic? Сейчас. Очень странно. Я сейчас посмотрю тогда. У вас, вот когда вы открываете окно, выходит просто чат GPT, верно? Classic. Сейчас. Вот. Вам нужно в этом поисковике написать чат GPT Classic. У кого получилось? Кто вот нашел? Ханекей, вы сказали лупу нажать, да? Вот этот. Нет, лупу не нажимайте. Нажимайте «Исследуйте GPT». Вот. Сразу же исследуйте GPT. Ага, получилось. М. Да, отлично. Да, получилось. Ага, нажимайте на нее. И начать чат. Получилось? Ханекей, у меня, например, в телефоне есть вот это вот, сейчас же вышло GPT-чат, оно у меня есть, я его открываю, когда Вот надо. этот классик есть у вас, да? Классик. Оно у меня на главном экране стоит чат GPT, Ага. вот это вот, как его? Ну как, логотип, Классик. что ли, типа. Ага. Вот этот, да? Получается, я могу и не заходить. Просто вот я зашла. Да, вот Угу. этот вот фиолетовый же есть фиолетовый? Угу. Он у меня черный, но он у меня на экране стоит. Я его нажимаю и захожу на этот чат. Ага. Это очень хорошо, если он у вас есть, потому что когда вы только заходите, когда такое окно, у вас вот этот GPT только выходит. А нам нужно именно чат GPT Classic, потому что это последняя версия чат GPT 4.0. Если вы просто нажмете на чат GPT, это А самая простая модель, это не улучшенная модель, это очень простая модель. его надо что теперь сделать? Как апгрейд надо сделать? Нет, просто нажимайте на чат. Ну, там вот выходят подборки и так далее, вот у меня вышло. Мгм. Как у меня вышло вот так. Получилось? Нет. Не Исследую, получилось? исследую чат GPT, я нажала, и у меня там вышло, подборки вышли. Вот еще раз смотрите. Вот Futured. подборки же внизу же, а вот здесь есть поиск GPT. Вы, наверное, через телефон заходите, да? Потому что в Да, через телефоне всегда телефон. по-другому, да, там по-другому, поэтому я сейчас именно конкретно не могу подсказать вам, да? Но там должен быть обязательно вот этот поиск GPT. Получилось, классно. Это все вот внизу подборки.
Это когда у вас будет свободное время, вы можете Мгм. посмотреть вот эти подборки, потому что тут разное есть для исследования, для презентации и всего всякого, да? Да, можно подключать. Но вот этот чат GPT Classic вам обязательно нужно вот так в поиске вбить и нажать, и потом начать чат. Потому что если вы нажмете просто на чат GPT, это самая простая версия. Она вам будет такие ответы давать не самые хорошие, да, не самые улучшенные. Вот чат GPT Classic — это последняя версия, она бесплатная. Спасибо Но, большое. Чат GPT Classic, да, видимо, так надо. да, Надо именно тот вот теперь удалить заново, загрузить вот такой чат GPT Classic. ничего удалять вам не надо, именно нужно, вы следуете GPT найти. А может быть, у вас даже вот должно быть. Оно автоматически, видите, здесь должно было выходить, но оно почему-то вот здесь классик нету. То есть, если я нажму просто на чат GPT, вот так нажму на стрелку, тут чат GPT плюс и Да. чат GPT, все. То есть нету, поэтому нужно будет через исследуйте GPT находить. А вот этот чат GPT плюс это уже платная модель. Тут есть два тарифа. Два платных тарифа, я имею в виду. Один такой, там, по-моему, $25 в месяц или 20, а третий, это третий план, $200 в месяц. Это уже для там айтишников, для ученых и так далее. А нам это все не нужно, но и вот этот чат GPT совсем простой, тоже не надо использовать. Нужно именно вот этот Classic, последнюю версию. Начинаем чат. Вот, для тех, кто вообще в первый раз это видит, не знает, никогда не пользовался, это такой вот чат. Представьте, что вы просто вошли в Google, и в Гугле есть такой поисковик, да? И вы здесь можете спросить что угодно или написать что угодно, то, что вам нужно. Давайте вообще напишем что-нибудь по работе, да? Например, давайте напишем «предложи». Вы тоже пробуйте вместе со мной для инициативы по поддержки женщин-предпринимателей в регионах. Так, попробуйте так сделать, так написать. Вы даже свое можете написать, но для начала нужно попробовать. После того, как вы это делаете, нажимайте на вот эту стрелочку. И вот он начинает давать мне ответ. Первое — это менторская программа с успешными женщинами-бизнесменами. Тут описание, как можно проводить, да. Второе — мини-гранты, финансирование для проектов. Третье — образовательная платформа для женщин в бизнесе. Четвертое — женский бизнес-маркет. Пятое — программа продвижения женского бизнеса в медиа. То есть вот последние версии, они начали в конце добавлять такой вопрос. Эти вопросы, они больше нам помогают, да? То есть говорит, я помогу детально разработать одну из идей или адаптировать под конкретный регион или целевую аудиторию. Кто Да. попробовал? Я попробовала, Канаки. Ага, У меня вышло первое бизнес-инкубаторы для женщин, ага, образовательные программы, грантовая поддержка и микрокредитование, сетевые сообщества и клубы, ага. онлайн-платформы, программы Мгм, наставничества. мгм. Хотя у вас тоже классик, да? У меня не классик, у меня простой чат GPT. Вот простой, да? Вот он уже Да, другие ответы дал. А вот видите, да. он у меня уже появился, вот этот чат GPT классик. Мгм. Вот. Классно, классно. У кого еще что тоже получается, да? Чем это лучше от того же Гугла, когда вы гуглите, что-то ищете, там очень много выходит
ответов, статей, там, вариантов разных, да, то есть среди них нужно самому искать, самому подбирать, изучать. А тут что хорошо, он вот конкретные ответы дает. Но это не значит, что вот, мол, он дал ответы, все, я это все беру, это все для меня подходит, да. Тут тоже нужно читать, смотреть. Например, если это вам не подходит, вы дальше это можете корректировать, дальше добавлять информацию, например. Нет, там, мне не нравится идея, или нет, не подошла ни одна из идей, предложи новые идеи, но нужно вот и так далее, да. То есть чем больше вы пишете конкретно, максимально конкретно нужно писать. А, Там, если вы пишете очень общие фразы, абстрактные, он вам такие ответы даст, и это не будет вам подходить. То есть вы больше будете время терять, да? Вот. Но вот эти Каныки, можно еще, да, вот простой чат GPT, когда я зашла, вот тоже пишут, если нужно, могу адаптировать идеи под определенную страну, нишу или формат. Хочешь? Вот так вот тоже Мгм. вопрос задает. Мгм. Ну, почти так Хорошо. же получается, да? Почти, да, почти. Ну, ChatGPT, он такой простой на самом деле. На самом деле я бы вам порекомендовала все-таки классик использовать, да? У меня получилось, классно выдал, классно. Для тех, кто в первый раз, вообще тоже напишите комментарий, как вам, а, какие у вас эмоции, какие у вас мысли. Максимально нужно прям задавать вот это вот, называется промпт. То есть это то, что вы пишете ему, да, то, что вы ему говорите сделать. Я написала, например, очень простое предложение. То есть оно не считается прям хорошим промптом. Это просто средненький такой промпт. Из хорошего, то, что я сказала, именно 5 идей, я его сократила, да, сузила именно. Сказала именно инициативу, сказала вот, что за проект. И что тут не очень, это в регионах, да, просто в каких-то регионах, непонятно. А если я тут добавлю в регионах Кыргызстана, или там в 4 регионах Кыргызстана, или там в Таласской, Чуйской, там в областях Кыргызстана, вот так я буду конкретизировать. Чем больше я буду конкретизировать, тем более лучшие ответы он будет мне выдавать. Получилось, есть, хорошо. А, вот, то есть это один чат. У меня есть телефон простой. Ага. Это один чат. Если вы захотите, вы его можете удалить, можете архивировать, можете даже переименовать. Для своего удобства вы можете переименовать, например, идеи там для инициативы и какой-то назвать проект, да? И если вы не хотите дальше прям под этим чатом писать другие темы, вы можете уже новую тему, новый открывать, да? Так, почему Так, он я не... еще вот я пробовала, смотрите, в Телеграме Ага. тоже можно, оказывается. В Телеграме я вот через Телеграм захожу тоже уже. Мгм. Тоже удобно, оказывается. Имеете в виду через Телеграм? А что там? Не поняла немного. Тоже вот чат GPT, Мгм. войти через Телеграм, и через Телеграм точно так же вот выходит Да-да-да, я контакты. Да. поняла. Я поняла. Там тоже выходит, тоже хорошо. Это хорошо, да, это хорошо, если через Телеграм тоже можно заходить. Я привыкла, я всегда через Gmail захожу везде. Вот, то есть, например, закончили одну тему, да? В одном чате не надо всего намешивать, да, там, например, скажем, я пишу, предложи 5 идей инициативы по поддержке женщин, потом тут пишу, а что такое там псориаз, да, и потом дальше спрашиваю, напиши мне отчет, и вот это все в одном чате смешивать не надо, бардак будет, потом еще искать будете, и это все просто вот беспорядок будет в вашем чате, поэтому нужно м, уже новый чат, например, начинать. Я хочу вообще что-то другое, да, например, пишу, сделай пошаговый план
план для круглого стола на тему женщины-лидеры и цифровизация. Вот. Вот видите, за секунду он уже мне начинает создавать пошаговый план. Подготовительный этап, определение целей и задач, вот этого всего. У вас, наверное, очень много работы, где нужно писать отчеты, делать анализы, а, проводить встречи, мероприятия. Вот в таких случаях чат GPT, он очень полезный, да? Вот. То есть он мне прям выдал целый пошаговый план. Мне даже не надо заморачиваться, да? Я могу этот пошаговый план взять, с командой обсудить. Ненужное убрать, нужное адаптировать, и все. То есть, получается, я сохраняю себе время, да? Всего лишь за какие-то несколько секунд. Но есть тут нюанс. Я вам говорила, что есть нюансы, да, которые, может быть, вы не учитываете. Сейчас посмотрим. Так, вот. Мгм. Здесь можно также, если вы на этот плюсик нажимаете, подключиться к Google Drive, это к вашему облачному хранилищу, но я особо не советую это делать. Ой, это тоже, например, что-то вы можете загрузить с компьютера, файл или фотографию, картинку, что угодно, и потом а, по этой теме что-то писать. Смотрите, когда захожу вот в чат, тут внизу есть такие моменты. Лампочка, вот такой поиск, создать изображение. У вас тоже выходит, да, надеюсь? Да, вышла лампочка. Вы можете всегда на них нажимать. Если вы нажмете на «Обоснуй», «Поиск», сейчас я вам покажу, что это значит, да? Например, какие цифровые решения можно внедрить для улучшения качества жизни населения Казахстана. И вот нажимаю на стрелочку. И вот эта вот обоснуй лампочка, она показывает, о чем думает искусственный интеллект в этот момент. Сейчас она должна показать, да? Вот, показывает его мысли. Видите? Мы в режиме онлайн можем видеть его мысли. Пользователь интересуется, какие цифровые решения могут и так далее, и так далее. То есть он думает. Потом он ищет в сети, потому что я вот этот поиск нажала. Думал на протяжении 28 секунд. И вот он мне выдает ответ, да? Ниже представлены там ключевые направления, так далее, так далее. То есть он мне дает ссылки, откуда, что он взял. Видите? Там государственное управление, публичные сервисы, Тундук, Кызмат, вот и так далее, и так далее. То есть если вы нажмете на поиск, он будет искать ответы в интернете, то есть оттуда будет приводить ссылки. То есть если вы отключите вот так, тогда он сам будет отвечать. А вот это вот обоснуй будет показывать, о чем он в этот момент думает. То есть вы сможете увидеть, вы задали вопрос, и как он понимает, да? Соответственно, зная его мысли, вы поймете, нет, это ты неправильно понял, нужно по-другому, да? То есть вы будете знать, ага, следующий промпт, какой момент мне нужно будет включить. Вот, кто-нибудь знал про поиск, про вот это обоснуй? Нет, я не знала. Мгм. Не Нет, нажимала. конечно. Первый раз слышу. Да. Я же говорю, даже когда мы пользуемся каждый день чем-то, там в любом случае есть свои нюансы всегда. Потому что а, вот компания OpenAI, она же на месте не стоит же. Она же на месте не стоит, она каждый день внедряет какие-то изменения, да?
И вот здесь, видите, создать изображение, да? Вот. То есть нажимаете на нее и тут пишете «Создай мне изображение». Тоже нужно создавать промпт, например, что вы хотите, да? То, что вы вот до этого же говорили, не знаем, как создавать картинки, но очень хотелось бы, да? Тут тоже нужно создавать промпт, создать изображение, но тоже нужно быть конкретным. То есть если вы напишете эм, там мальчик в черной кофте, и все, тогда мальчик в черной кофте будет вам. Такая картинка появится, да? А если чем более детальнее вы пишете, вы там пишете эм, там, допустим, не природа Кыргызстана пишите, высокие горы, обязательно там зеленые деревья, а, свет из неба идет, идет река, вот это все пишите, это уже считается конкретным промптом. То есть чем более вы конкретны, тем более у вас будет лучший результат. Если вы будете абстрактно писать, у вас будут очень абстрактные результаты, да, но я сейчас прям не буду создавать изображение, потому что это берет время, но он более медленный все равно. Вы как-нибудь сами попробуйте создать, потом в группе поделитесь результатами. Ам, Тут еще какой-то момент я хотела отметить. Тоже есть нюанс, да? Так как мы пользуемся бесплатным чатом GPT, он же ограниченный, то есть в день таких запросов вы можете где-то сделать, ну, я не знаю, ну, там какое-то ограниченное количество, то есть там 5 запросов, 10 запросов, и после этого он сам здесь выдает сообщение, что там зайдите обратно в 5 часов, и тогда вы можете пользоваться. Потому что очень много людей по миру пользуются бесплатным чатом GPT, и, соответственно, он не успевает, очень много ресурсов нужно, энергии, поэтому все наши запросы не успевает обрабатывать. Вот. А если хотите, чтобы запросов было больше, это можно платные брать. Платные тоже прям очень удобные, очень полезные. Но я думаю, это вам не нужно прям платный покупать. Достаточно и бесплатного, если вы прям м, в день, если несколько раз будете использовать, он же вам будет, его будет вам достаточно, да? И что самое интересное, почему я говорю, каждый день какие-то изменения. Вот я сегодня увидела, вот эта Сора здесь появилась. Сора это тоже другая разработка от компании OpenAI. Сора это по созданию видео и картинок. Можете на Сора нажать. Меня это очень радует, потому что когда они 2 года тому назад объявили о разработке этого искусственного интеллекта, он был, кажется, полностью платный, да, а сейчас есть возможность бесплатно создавать картинки и видео только раз в день, мне кажется. Насколько я знаю, только раз в день можете. Вот то, что вы здесь видите, это то, что люди создавали. Ты видите вот здесь это никнеймы пользователей, это аккаунты. То есть они создают, все, что вы создаете, это вот э, идет в свободное пространство, другие тоже люди могут это увидеть. Вот классно, да? Такие, может, вот эти готовые картинки где-то вам нужны. Можно не обязательно самому создавать, а можно вот в Сору зайти и выбрать какую-то картинку и скачать. Вот очень интересные картинки создают люди. Ага. Их тоже можно скачать. Просто нажимаете, потом левой кнопкой, и у меня написано Save Image As. У вас будет сохранить картинку как, да? И просто нажимаете на нее, а потом у вас на этот компьютере она сохраняется. Вот. Тут Explore это Images это картинки. Вот картинки, которые люди создавали, это видео. Вот. Это топовые за день, да, которые больше реакций получили. Здесь даже лайкать можно, оказывается.
И вот здесь это мои лайки, скорее всего, да? Это библиотека, тут медиа, это то, что я буду создавать, оно здесь будет оставаться. Тут мои любимые, я даже могу нажимать на звездочки, и они у меня здесь будут сохраняться. Это вот то, что я загружаю, а это корзина. Вот как тут создавать? Вот здесь внизу написано Describe your image. Опишите вашу картинку, да? Это опять также нужно писать промпт. Вот здесь видите, image вы можете поменять на видео, например, вот так нажать. Или можете вот просто картинка. Здесь даже формат задан. Какой вам нужен формат? Как Инстаграм, или квадратный, или такой прямоугольный. Здесь вот вариации, да, например, одна картинка или две картинки в одной, или четыре, как коллаж. Вот. Ну, это пресеты разные, то есть как она должна выглядеть, да? И вопросы. Так. Кто-то тоже, да, это супер прям. Получилось у кого-то зайти в ссору? Я вот показывала же картинку про искусственный интеллект. Вот я в ссоре сегодня попробовала создать в первый раз, да? Тоже описала свою идею, и он мне вот так создал. Нет, пока, ага. Вот потом дома попробуйте. Это, это очень интересно, да. Но так как функция ограниченная, то есть одна картинка или одно видео в день, это, наверное, нужно прям аккуратно, да, придумать какой-нибудь хороший промпт, написать, и он у вас выдаст, да. Сейчас на это не буду тратить время, но а, механизм поняли, да? То есть я вам объяснила, как можно это делать, как нужно пользоваться, да? Вот. Сейчас уже осталось 13 минут, поэтому я быстренько про другие расскажу, похожие на чат GPT, да? Это Gemini. Тоже попробуйте, посмотрите потом. А, Ссылку могу в группу отправить. Тоже отличный искусственный интеллект. Когда вы создадите, вы увидите такой вот, такие разделы. То есть Gemini — это же искусственный интеллект от Google. Соответственно, у него есть подвязка к Google, да? То есть у вас, если вы здесь так посмотрите, у вас будет так, как будто вот Gmail зашли, как на свою почту зашли, да? Там все здесь. Подвязка идет к Google. И вот здесь вот такие разделы, например, боты, много ботов, и можете на генератор идей нажать. Видите, что мне очень нравится, когда они дают идею промптов, они сами дают промпты, да? Например, можно нажать на любой из них, да? Помоги, так, ну вот так, например, да? И потом можно сюда нажать генератор идей. И вот он уточняет, задает вопросы. Чем больше мы даем конкретики, опять же, как я говорила, важно быть конкретным, а не абстрактным, да? Да, да. Есть в телефонах, этот, андроиды, да? То есть чем конкретнее вы отвечаете, тем более лучшие ответы вы получаете. Если вы будете абстрактные вещи писать, он абстрактно будет отвечать. Вот здесь есть даже карьерный консультант. Да? Мне бы хотелось научиться лучше преподносить идеи. Помоги, подготовиться, посоветуй. То есть это отдельный специально бот, который может по карьере вам помочь. Потом партнер, это больше про программирование, для айтишников полезная вещь. Мне даже понравилось, что тут есть внешкольный наставник. Очень полезно для школьников или студентов, да? Можете вот своим детям посоветовать Gemini. Вот, например, а, через книги или через Google что-то понять бывает же тяжело же.
А тут, например, почему упала Римская империя, как работает фотосинтез. Я хочу получше разобрать преступление и наказание. Давай обсудим, да, да, даже можно просто обсуждать, не говорить, давай мне готовые анализы, давай мне готовые ответы, а именно обсудить. Даже это как наставник, как друг может работать, да. Вот, литературный редактор. Ну вот, исправь грамматические ошибки, перепиши. Сейчас, кстати, часто школьники и студенты страдают грамматическими ошибками, потому что чаще всего такие технологии же в помощь идут. М. Вот тут менеджер, он просто общий менеджер этих ботов, да, справка, история, настройки. Вот все как в чат GPT, но тут есть свои боты тоже, да. Вот здесь можно нажать на Deep Research. Если нажмете, он больше вот, будет делать глубинный поиск. Вот это про Gemini. DeepSeek, мне кажется, самый простой, да, из всего этого. То есть он точно так же выглядит, как чат GPT. Тоже посмотрите, зайдите, зарегистрируйтесь. Но мне, например, в DeepSeek что нравится, что он лучше показывает свои мысли. Он это и первым начал, да? То есть после DeepSeek все начали подключать вот эту функцию, которая показывает, как искусственный интеллект думает. Потому что если вы здесь Deep Think нажмете, он будет показывать все свои мысли. Но, насколько я знаю, DeepSeek есть только на китайском и на английском. На русском, по-моему, нету, да? Но вы можете запросы на русском писать или на кыргызском. Например, давайте здесь попробуем, да? Так, составь письмо в министерство с просьбой, просьбой о поддержке проекта для женщин, там, предпринимателей. Ну, хорошо. Ошибку сделала. Ну ладно. Видите, он думает, хорошо, пользователь попросил составить письмо. Вот, это его мысли. Видите, он говорит, нужно не забыть указать конкретные виды, почему запрашивается. Может быть, статистика, вот его мысли, насколько они быстро идут. И вот он уже отвечает. Но так как видите, я не ответила, я не написала конкретный промпт, я просто абстрактный написала, он мне уже автоматически сам думает, вот Москва, Ильинка. То есть он мне уже составляет такой шаблон абстрактный, поэтому нужно быть поточнее. Но есть один нюанс, я потом вам скажу. Есть Grok AI. Ну, Grok мне очень нравится. Это искусственный интеллект от Илона Маска. Тоже вот так вот открывайте. Он тоже такой очень простой. Аккаунт менеджер. Там же, когда вы заходите через ссылку, выбор выходит через Google, вот через Telegram даже можно, оказывается, заходить. Там разные выборы. Вы можете сами создавать. Өзіңіз ашсаңыз болады аккаунт, Gmail через почту кірсеңіз болады. Тут тоже, видите, Deep Search, глубинное вот исследование есть, и Think, думать. Тут тоже можно загрузить файл и так далее. Вот есть Cloud. Ну, Cloud такой интересный, мне нравится интерфейс, потому что он как будто бы больше такой Клод, да, не Cloud, а Клод, как Клод Моне, да, он больше как будто связан с искусством, потому что у него интерфейс тоже такой красивенький, такой эстетичный, да. И когда вы зайдете на код, тут есть, видите, вы там можете выбирать, для чего я хочу использовать этот чат, да. Тут у вас автоматически выходит учиться, писать, создавать код. Это жизненные разные вещи. И тут Cloud's Choice, да. Обязательно попробуйте другие тоже. И, может быть, вам понравится вот другой искусственный интеллект. Может быть, вы всегда чатом GPT пользовались, он для вас всегда был удобный, а на самом деле для вас больше другой подойдет, да? Вот для каждого человека по-разному. Есть люди, которые только Gemini пользуются, да?
Есть люди, которые только чат GPT, есть люди, вот Клод и все, да. Вот. А так как этот чат GPT вышел первым, соответственно, многие люди же о нем знают и им пользуются, да, больше всего. Какой нюанс я хотела вам рассказать? Какие-то очень личные данные, там, персональные данные, медицинские какие-то показания или какие-то психологические моменты лучше не, не исследовать, не изучать, там, не спрашивать в чат GPT, не скидывать, да. Все, что ваше личное, не скидывайте чат GPT, не отправляйте. Там, я знаю, что большинство, особенно среди молодежи, используют чат GPT как психологов, да, своих. Но все, что вы пишете сюда, это же все потом используют компании для того, чтобы обучать искусственный интеллект, для того, чтобы его улучшать. То есть были моменты, когда была утечка данных, когда вот совершенно чужие люди видели вот какие-то имена, адреса, паспортные данные. То есть к ним на почту приходило, да, или они так открывали и видели такие данные. Поэтому не внедряйте такие данные, не делитесь, да. Вот, все, что для вас важно, все, что для вас нужно, не делитесь. Вот. Кстати, еще один момент хочу сказать. Чат GPT очень хорошо научился врать. Поэтому он может создавать какие-то несуществующие вещи, несуществующие факты, несуществующие исследования. Он может сказать: хорошо, я тебя отправлю, там файл, подожди, и там исчезнуть. Или ты говоришь: почему ты мне не отправил? Он может сказать: извини, я точно отправлю, там подожди и так далее. То есть искусственный интеллект научился врать. Поэтому не надо все вот эти идеи или все, что вы здесь видите, брать прям за истину, да, думать, что вот, мол, все так и должно, копировать все, это включать, потому что нужно все проверять, нужно включать факт-чекинг, да, в любом случае. Вот. И в конце я вот включила примеры плохого промпта, да, если вы пишете: напиши текст про бизнес, придумай название, составь план. Это плохие примеры, потому что они абстрактные, они не дают контекста. Соответственно, он будет очень абстрактно для вас отвечать. Вот примеры, да, чем больше вот вы пишете конкретно, тем лучше для вас. Например, преимущества, онлайн-бизнес для женщин, для кого, да, что они хотят делать, стиль какой должен быть. Если вы пишете: напиши в моем стиле, он же не знает, какой у вас стиль. Соответственно, он не может в вашем стиле как-то писать. Вот, придумай 5 идей для проведения для жителей города, например, такого-то, такого. У этих жителей такие-то, такие-то проблемы. Я не знаю, как решить, что можно сделать при таком-то, таком-то там в такой-то ситуации что делать? Ну, в общем, можно разное конкретно описать, конечно, но личное прям то, что для вас важно, не давайте. Вот. На этом и мы заканчиваем этот вебинар. Прям я старалась вовремя закончить, старалась вам и все это рассказать, объяснить и вовремя закончить. Вот. Если у вас есть вопросы, задавайте. Очень так было Спасибо. интересно. Я теперь Спасибо. поняла, Ага. когда вы вначале сказали, что 4 урока – это мало. Действительно, Да. оказывается, мало. Прям я заинтересовалась за эти 4 занятия. Я узнала прям 8 или 10 программ, записала их в блокноте. Вот как я сегодня учила двухфакторную аутентификацию, всю теорию постаралась прочитать. И вот я себе поставила задачу, что в день по одной, по 2 программы я буду осваивать. А если у меня не получится, то я буду обращаться за помощью к программистам. Да, я же говорю, это вот вебинары. Я старалась прям максимум, прям вам дать максимум полезной информации, но тем не менее эти темы, они очень обширные, и
имеет нюансы, много всяких разных направлений и сфер, да. Поэтому нужно постоянно обучаться, очень важно постоянно обучаться, узнавать, читать каждый день, чтобы получать новые знания, на практике тоже применять, да. Вот. В АМУЦА тоже есть различные курсы. Они платные, но если вам интересно, вот посмотрите, по разным направлениям есть. Вот. И вот мои имейлы. В случае вопросов пишите. Вот. Кто-то Но, тоже, а вот Саша в Бишкеке, а я в Аше живу. И в Аше работаю. да. АМУЦА в Бишкеке, но она проводит обучение в регионах тоже. Ну хорошо, будем знать тогда. И Да. сегодня, когда я хотела узнать шире, что такое искусственный интеллект, Ага. и мне понравилось такое выражение, что это технология, которая позволяет машинам демонстрировать человекоподобные рассуждения и возможности. И я стала задумываться, как это может он показывать, демонстрировать человекоподобные рассуждения и возможности. И сегодня в течение 2 часов, когда мы вас послушали, Мгм. когда мы обсуждали эту тему, у меня уже шире кругозор стал, и я уже более-менее больше стала понимать. Ну, это отлично, я очень рада. Теперь, наверное, вы понимаете, что искусственный интеллект это то же самое, как наш интеллект, он просто искусственный от слова искусственно созданный, да? А на самом деле он работает точно так же, как работает наш мозг, да? Да. Вот. Спасибо большое. Пожалуйста, если у вас будут вопросы, комментарии, пишите на мои почты, эти 2 почты есть. И вот кто-то тоже спрашивал, там, какие у меня направления, что я там изучаю и так далее. У меня 3 направления. Первое — это медиаграмотность, цифровые навыки, критическое мышление, СММ. Второе — это социология, исследования. И третье — это психология. Вот. Хочу поблагодарить за ваше активное участие, за то, что так активно комментировали, тоже вовлекались. Было очень приятно. Я желаю вам успехов, чтобы дальше больше новое узнавали, чтобы все эти знания обязательно вам пригодились, и вы применили их в своей работе и в личных планах, да? Да, И вам спасибо. успехов больших, Канакей. Очень Спасибо было вам большое. доступно, объемно, действительно. И вот совместили доступно, объемно за 4 занятия дать Да. большую информацию. Спасибо. Спасибо большое вам. Да, спасибо большое, Канакей. Тогда мы можем завершать, да, наш Мгм. вебинар. Тоже надеемся, уже читаем, да, комментарии, которые вы написали у нас в чате. Очень рада, что вам было полезно, да. Если Да, будут спасибо вопросы, большое. да, напишите еще в Телеграм. Да, мы еще на связи с вами, да, не прощаемся. Не только онлайн и оффлайн. Надеемся, будет возможность еще с вами увидеться, да, еще встретиться, лично познакомить Канакей с вами. Да, Да. очень рада будем. Все, всем спасибо, спокойной ночи. Всем Спасибо, до спасибо. свидания. До свидания. Спокойной Спокойной ночи, до ночи. Спокойной свидания. ночи. Спасибо. Мгм.